Хотел бы начать свой стрим с сообщения, экстренного сообщения по поводу депортации чеченцев. Да, бесспорно, здесь есть люди, которых следует депортировать. Есть люди, которые работают на российскую разведку и их почему-то не депортируют. Почему-то те люди, которые работают на Россию, ну, в принципе, мы знаем почему, потому что у них здесь есть хорошие адвокаты, они знают, как защищать свои права и так далее. Но при всем при этом люди, и наша вина в этом тоже присутствует, что нас депортируют, но нужно разбираться по каждому случаю отдельно, и ни в коем случае нельзя допустить высылку человеку, которому реально угрожает опасность. Мы знаем, что во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия людей массово казнят, убивают, инсценируют разные спецоперации, фабрикуют дела, сажают на большие сроки людей абсолютно невиновных, абсолютно. На этот раз исчез Нурмагомед Мамуев. В Чечне исчез депортированный из Германии. 2 апреля 2021 года об этом нам сообщает Мемориал, правозащитный центр. 32-летний Нурмагомед Мамуев, уроженец села Шалыжи Урус-Мартановского района Чечни, уже 9 лет живет в Берлине с женой Матой и 4 детьми от 4 до 9 лет. В Европе с 2009 года человек. То есть уже 12 лет человек находился здесь в Европе и не был в России и во временно оккупированной Ичкерии. 24 марта, то есть неделю назад, в час ночи, в час 35 ночи, сотрудники полиции, выломав дверь, ворвались в их квартиру и увезли Нурмагомеда, сообщила правозащитника Мата, то есть супруга Нурмагомеда. Ему не позволили взять с собой никаких вещей, разрешили только обуться и надеть куртку. Утром Мата обратилась в полицейский участок в Берлине, но ей не сообщили, где находится Нурмагомед и почему его задержали. Когда Мата зашла в участок позже, сотрудники полиции забрали у нее документ мужа, Дульдунг, документ, гарантирующий временную приостановку высылки иностранца из Германии, и сообщили, что Мамуев уже в России. На каком основании его выслали на родину, не сказали. В Москве Мамуева передали властям, так называемым властям, так называемой Россия передала так называемым властям Чеченской Республики. Поздно вечером 25 марта сотрудники Урус-Мартановского РОВД привезли его в дом его матери в Шалыжах. Утром 26 марта за ним приехали люди в штатском. Они не представились, не предъявили никаких документов. Родственники Нурмагомеда то есть его отпустили и потом уже на второе утро забрали. Родственники Нурмагомеда позвонили в Урус-Мартановское РОВД и сообщили о приезде этих людей. В отделе ответили, что они в курсе, что это сотрудники силовых структур, и Мамуеву следует поехать с ними на беседу. Люди в штатском не сказали, куда увозят Нурмагомеда. Родственники снова обратились в Урус-Мартановский РОВД, но там им сказали, что Мамуева у них нет. С тех пор никаких сведений о местонахождении Нурмагомеда Мамуева родственники не имеют. Супруга пропавшего просит помочь ей найти его. С 1 апреля сотрудники немецкой полиции приходили в ее квартиру в Берлине и спрашивали про Мамуева. Вот вы видите фотографию Нурмагомеда. Этот человек, я со всей ответственности заявляю, этот человек находится в тяжелейших условиях и подвергается пыткам. Я человек, который работал и занимался такими делами, я знаю прекрасно, как это происходит. Как только его отпустили, тот правозащитник, который занимается его делом, начал заниматься после того, как его уже передали фашистам, немцы передали фашистам. Нурмагомед Мамуеву сразу же, его правозащитник сказал, вот его отпустили 25-го утром, сразу же сделайте так, чтобы он дома не ночевал. Было вот
такая установка. Но, видимо, оставили дома, надеялись, так как сотрудники, эти предатели, работающие на садиста Путина и Россию фашистскую, понадеялись на их слова. Еще раз, ни в коем случае не верьте их словам. Так вот, теперь Нурмагомеда Мамуева забрали, и он подвергается пыткам. Следующий этап, как то, что его отпустили и захватят, следующий этап будет: Нурмагомед Мамуев возьмет на себя те преступления, которые он не брал, либо погибнет от пыток. Также Нурмагомед Мамуев расскажет всех, с кем он встречался здесь, будут, по крайней мере, от него требовать. И я вас уверяю, что люди мечтают умереть от этих пыток. Главное, чтобы перестали пытать, не говоря уже о том, чтобы там получить срок большой или оговорить кого-то. В эту минуту вас так они пытают, что из ушей, из глаз, из носа идет кровь, выходят всех ваших, все из вас выходит, вы абсолютно бессильны, вас унижают, пытают голодом, пытают током электрическим и так далее. Следующее, что будет: Нурмагомед Мамуев, если он не погибнет и назовет имена, сдавать он никого не знает, с 2009 года он живет в Европе и не занимался. У меня есть стопроцентные доказательства того, что этот человек абсолютно невиновен и абсолютно без какого-либо основания он выдан. Да, у него какие-то, может быть, родственники принимали где-то в чем-то участие. Сам Нурмагомед ни в чем не принимал участие. Он назовет какие-нибудь имена отсюда, с Германии, начнут выдавать тех, кого он назвал, так как уже будет сфабриковано дело, будут называться имена. И тогда что получается? Я обращаюсь к немецким властям. Я обращаюсь к тем, кто в час, в два, полвторого ночи ворвался в общежитие, в Хайм, где проживал Нурмагомед со своей семьей, и похитил факту и передал фашистам. Я не понимаю, что здесь происходит. Я абсолютно не понимаю. Массовые казни происходят в Чеченской Республике. Никакого суда, следствия нет. Тех, кто казнил этих 27 человек в 2017 году, хотя были казни и до, и во время, и после 2017 года. Несмотря на это, создается московский механизм, куда входит Германия. Представитель Германии находится в комиссии ОБСЕ в так называемом московском механизме. Хуже ничего по названию даже придумать нельзя, как московским механизмом его обозвать. Конечно, это московский механизм. Это московский механизм по утилизации, по уничтожению, исчезанию чеченского народа. Вот что такое московский механизм, который находится в Чечне. И несмотря на это, Германия выдает этого человека. И не только его. Да, я опять же говорю, есть люди, которые представляют угрозу, как для Германии, если они есть. Также есть люди, которые работают на русских, тоже представляющие угрозу для Германии. Есть люди, которые получают документы и ездят домой, врут нагло, что у них дома проблемы, получают паспорта и ездят домой. Вот из-за таких людей Нурмагомед в том числе, не только из-за вас, уважаемые мои сограждане, не только из-за вас, но в том числе из-за вас, за то, что вам срочно надо поехать домой, потому что вы год или два не были дома. Вот таких Нурмагомедов, Мамуевых, вот таких людей выдают, которым нельзя там оказываться. Нельзя, вот теперь он получит огромный срок или будет убит. А прийти сейчас, в данный момент, Нурмагомед проходит через 7 кругов ада. Я призываю всех, я призываю немецкие власти, я призываю ЛКА, немецкую полицию, которая заскочила полвторого ночи к нему. Я призываю все правозащитные организации, в том числе немецкий мемориал, который есть. Я призываю всех чеченцев, которые проживают здесь, отреагировать на это, выйти на митинг, выйти к этому ЛКА, выйти на этот митинг
и потребовать перестать нас, как бандитов, отдавать фашистам. Чем лучше тогда? Сейчас передали, причем это уже скрывать даже невозможно. Раньше можно было делать вид, что Россия нормальная страна. Ее уже президент Америки, ее президента российского называют убийцей. Всем известно, что было вот массовое убийство. Всем известно, что чеченский народ пережил геноцид и потерял 300 тысяч своих граждан. И несмотря на это, Германия делает вид, что это вообще такое? Это в какие ворота? О какой вообще может быть о правах человека идти речь? О чем вообще может идти речь? Если вот так выдают людей. Кому вы выдаете? Вы людоедам выдаете людей. Немцы, вы вообще что вы делаете? Ну давайте тогда, вот есть таблички. Я вам сейчас покажу эти таблички. Меня просили этого не делать. Меня просили этого не делать, потому что это очень обижает некоторых людей, это задевает, да, я понимаю, это задевает, я с этим полностью согласен. Я полностью с этим согласен. Ну вот есть вот такие таблички. Вот. На этой табличке написано, здесь жил Питер Бергер, 1883 года рождения. Передан в 1944 году, 20 июля 1944 года, лагерь Ноя Брем его передали. Убит в 1945 году в Дахау. Я буду напоминать об этом, потому что я не могу молчать, когда нас убивают. Вот еще одна табличка. Это таблички, которые немцы выкладывают, они небольшого роста, небольшого размера, 10 на 10 сантиметров. Немцы эти таблички выкладывают перед домами, они бронзовые такие, они на асфальте. Я фотографировал с асфальта. Перед домами, где жили евреи, которых депортировали в разные концлагеря, где их убивали. Вот еще одна табличка. Вот смотрите. Алис Джоль, 1869 года рождения. Депортирована в 1942 году. 1942 году. Убита в 1942 году. Треблинки. Вот. Это у меня вот все эти таблички. Вот эти таблички, которые я сделал и распространял. Можете меня тоже депортировать. Я тоже представляю угрозу для России, а вы хотите дружить с Россией. Меня тоже они называют террористом. За то, что я говорю за права человека, им без разницы, как кого называть. Им абсолютно без разницы. Но я смотрю, немцам вообще все равно, как кого называть и что делать. Самуэль Херц депортирован в 1940 году. 1861 года рождения. Человеку 80 лет, 79 лет. Депортирован. Убит 29.06.42. Перпигнон, если здесь правильно разобрать, что написано. Я призываю немцев делать такие таблички уже заранее, чтобы эти таблички потом не оказались, потом уже их ваши дети и внуки будут делать. Нет, делайте сейчас, чтобы ваши дети и внуки не тратились на эти таблички. Вот укажите Нурмагомед Мамуев, вот табличка. Напишите Нурмагомед Мамуев, там, какого он года рождения, 32-летний, 89-го года рождения. Вот так и напишите. Нурмагомед Мамуев, 89-го, выдан в 2021 году, убит в 2021 году. Вот как, например, Николаус Бергер, который также
Матхаузене в 1941 году убит, выдан в 1938 году. Нет, так дела не делаются, друзья. Говорить о правах человека и выдавать людей на пытки и смерть, это не только двойные стандарты, это дно. Вы не можете так выдавать, вы не можете России выдавать чеченцев. Вы отдавайте их куда угодно, сажайте их в свои тюрьмы, но вы не можете их отдавать. Вы не имеете права так делать. Это незаконно. Убирайте тогда с центра Берлина мемориальный памятник, поставленный вами евреям, которые были убиты гитлеровской Германией. Убирайте тогда их. Потому что сейчас убивают чеченцев. Массово казнят чеченцев. Вот их очень много. Вы в любом городе найдете эти таблички. В Германию приедьте. Убито миллионы евреев. Я категорически против. Вот Эдис Мюллер здесь жил. Вот здесь написано. Хер Вонте здесь жил. Эдис Мюллер родился в 1898 году. Депортирован 28.10.1943 года. Умер, убит в Аушвице. Концлагерь, очень известный концлагерь. Вот что происходит с беженцами. Я опять же, немчанар байгарға асвайна бокшынар. Шикапяк ядат вайн харка лилды. Хунда ачвай лилдойт вайнар тя. Вайкар лилдойтар вайн тя. Ах, вай ху яду вайна лилича. Вайн ху яду лилдич. Та абсолютно вайн яду шумдат. Вай яду шумдат. Это очень трудно понять. Это очень необъяснимо, что здесь происходит. Я не понимаю, что происходит. Не надо говорить о правах человека. Где правозащитные организации, которые в Германии находятся? Почему разные преступники здесь получают гражданство? Почему Тимур Догазаев получил гражданство и долгое время здесь жил и следил за чеченцами и так далее? Приедьте сюда в Гамбург, я вам в Гамбурге покажу людей, которые работают на русских. Эти люди спокойно ездят туда-сюда, у них все нормально. А что с нами тогда? Что происходит с нами? Ногчи, вы права защищать, вы права саму ирячу защищать. Елуш юшун защищать права. Елуш юшун. Да яка дош яцар эльшана ишт и Нур Мухаммад сан далуш юшун шавега. Вай митинг шаиз. Укрдats куна. Валвиз Берлине ашвиг валвиз. Массанаш кайкам бабиз. Массанаш кайкам бабиз. Төрду. Далур уи, кайчулар уи, хардивду, вальдивду бог. Цаума дивдац. Далуру, ла лиру. Эра дойлац ададиз. Я знаю людей, которые здесь живут в Германии, и абсолютно эти люди не представляют никакой угрозы для Германии. Эти люди являются политическими беженцами, у них реально проблемы, реально у них будут проблемы, только лишь за то, что они здесь выходили на митинги, уже проблемы будут. И этим людям не дают позитив.
им отказывают, их пытаются депортировать. Да, есть закон, да, люди не умеют защищать свои права, неправильно это делают. Но надо учитывать то, что идет огромная работа против нас. Ведь нас обвиняют во всех только возможных грехах обвиняют. Да? Меня с одной стороны ГРУ, российская ГРУ, называет под видом исламистов, там, ваххабистов, они меня называют врагом ислама и так далее. С другой стороны, они же, Россия, меня называет террористом, и скоро меня выдадут как врага ислама и как террориста. Тогда чей я террорист получаюсь? В мире других террористов вроде бы уже и не называют никого. Стрелком могут назвать кого угодно, могут назвать что угодно, да, сумасшедшим, там, сорвались, там, нервы у него там не выдержали, можно сказать. Он не террорист. А если это мусульманин, то он террорист. Так когда меня к кому тогда относить будут? Бех вейбу. Бех вейбу. Кицани бат.